Московским по бадминтону Николай Верховецкий. Начнем с Николая. Николай, пожалуйста, прокомментируйте игру. На мой взгляд, сегодня игра была хорошая. Была борьба на площадке. Но из-за потери концентрации в конце игры, в защите, а также и поспешные броски, глупые потери в нападении привело к поражению. Ну, в общем, игра была хорошая. Какие-то вопросы? Денис, пожалуйста, Денис, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, может быть, сказалась какая-то усталость, действительно потеря концентрации и ошибки опять на двойках, ошибки простые в нападении, потери глупые мяча. Очень дорого нам стоит в таких играх. За каждую потерю нас наказывают, за каждый шаг не в ту сторону в защите нас наказывают. Неправильные какие-то взаимодействия, именно защитные, позволили Будивельнику набрать 24 очка в последней четверти. То есть то, что мы делали 30-35 минут, в конечном счете было все сломлено в последние 5 минут. Вопросы? Что с Лебедевым? С Лебедем ничего, он больше не у нас в команде. Будете ли искать ему замену? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Обойдемся тем, что у нас есть. У команды довольно сложное турнирное положение. Как пытаетесь выходить? Только победами будем стараться не проигрывать такие игры больше. Мы получаем уже вторую игру преимущество и не можем его держать в конце игры. Также было с Донецком, очень уверенно лидировали. И вторая игра такая с Будивельником. То есть то ли это расслабление, то ли усталость. Будем разбираться, искать ошибки. Чего ожидаете от матча в Москве? Вы знаете, то, что сегодня команда боролась, это, наверное, все видели, и именно этим мы и выигрывали игры, борьбой и желанием сражаться. Будем сражаться, будем бороться. Только так мы можем одержать победу. Еще вопросы? Спасибо. И защитник команды Деврик Спенсер. Пожалуйста, позиция игрока. Деврик, пожалуйста, прокомментируйте игру. A couple of words about today's game. We fought tough down to the end. You know, it was До самого конца очень тяжелая игра. it's about who wanted it more. You know, in these type of games, you know, you have to want it more. You know, it depends on who comes out the victor. You know, who wants it more, who wants to fight hard. I give credit to Dima on his defense and on Burks. So. В таких играх побеждает обычно тот, кто борется до самого конца. В первую очередь хотел бы отметить Дмитрия Забирченко, который персонально опекал Стива Бёрта. Он проделал очень хорошую работу, по мнению Деврика. Вопросы есть какие-то? That's it? Yeah. Okay. Главный тренер. Пожалуйста, прокомментируйте. Opinion of game is that we changed one game that was so difficult because we start with many offensive rebounds, 13, and they get I think only 3 in a second. Мы переломили игру, которая складывалась очень хорошо. В первую очередь тренер отмечает, что в первой половине позволили Днепру сделать 13 подборов нападений. We start with many fouls for some of our players, and then focus on game. They lost a little bit because they have many fouls. Кроме того, некоторые наши игроки в самом начале получили сразу несколько фолов, и это сбило их настрой на игру. And I think at the end of the third quarter, we changed our mentality. We understand we need to focus on game, and we changed. We improved. We had to get some points for us, and at the end we win. И в конце третьей четверти нам удалось несколько изменить наш подход к игре. Мы сконцентрировались только на игре, и это помогло нам победить. And these kind of games, maybe not, you cannot play good every day, but it's important to win. Это был такой тип игры, когда из тех, что вы не можете играть очень хорошо, но важно выиграть. Of course, Nipro was one team that today need to win.
they play better than all of this. И тренер отмечает игру Днепра, который добавил по его мнению, по сравнению с последними матчами. Вопросы? Спасибо.